Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Первую часть цикла документальных фильмов об истории грузино-абхазского переговорного процесса презентовали в АГУ. О деятельности ГТК по пресечению ввоза наркотических средств и оборудования для майнинга. В Сухуми прошла однодневная выставка под названием «Полифония». Делегация парламента Абхазии во главе со спикером Лашей Ашуба принимает участие в работе Международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее в Волгограде». Форум, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходит с 28 по 29 апреля по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. В нем принимают участие парламентские делегации стран СНГ, Азии, Латинской Америки и Европы, общественные деятели, представители научного сообщества, а также международные эксперты. В рамках программы форума Лаша Ашуба и другие главы делегации посетили музей «Панораму. Сталинградская битва». Члены абхазской делегации Фазлыбы Авицба, Астамур Аршба, Алхаз Квициния и Вадим Бжаня участвовали в заседаниях двух тематических секций «Сохранение и защита общей исторической памяти» и «Патриотическое воспитание на основе исторического знания». 8 фактов ввоза наркотических средств и психотропных веществ выявлено сотрудниками ГТК с начала этого года. А за прошедшую неделю возбуждено 2 дела об административном правонарушении по фактам незаконного ввоза майнинг-оборудования. О работе Государственного таможенного комитета в данных направлениях в материале Али Китрапш. С начала 2025 года оперативными подразделениями Государственного таможенного комитета выявлено 8 фактов уголовно наказуемых деяний при попытке пересечения государственной границы с целью ввоза наркотических средств и психотропных веществ. Так, за последние 2 недели выявлено одно событие. 16 апреля 2025 года, примерно 2 часов 00 минут, сотрудниками оперативного подразделения Государственного таможенного комитета Республики Абхазии совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел в зоне таможенного контроля и режима легкового транспорта на таможенном посту ПСОУ остановлено автотранспортное средство марки Toyota за государственным регистрационным знаком ВЕВ 700 АБХ под управлением гражданина Шашкова. В ходе личного досмотра вещей, находящихся при гражданине, обнаружено изъято полиэтиленовый пакет с белым кристаллообразным веществом внутри. Экспертами экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел установлено, что данным веществом является наркотическое средство мефедрон общей массой 5,588 грамма. Данное дело направлено по подследственности. С момента функционирования штаба по обеспечению энергетической безопасности и борьбе с незаконным присоединением к электрическим сетям с ноября 2024 года возбуждены 26 дел об административных правонарушениях. Обнаружено и изъято 384 единицы вычислительного оборудования для извлечения криптовалюты и 73 единицы комплектующих. За прошедшую неделю возбуждено 2 дела об административном правонарушении. Обнаружено и изъято 28 единиц майнинг-оборудования. 24 апреля 2025 года, примерно в 11 часов 30 минут, сотрудниками оперативного подразделения Государственного таможенного комитета совместно со службой государственной безопасности Республики Абхазия в ходе реализации оперативных мероприятий в селе Верхняя Ишера Сухумского района, в ходе обследования нежилого помещения домовладения, обнаружено и изъято 22 единицы вычислительного оборудования для извлечения криптовалюты. Проводится административное расследование в отношении гражданина Диртлян. Также 24 апреля 2025 года, примерно в 17 часов 35 минут, сотрудниками оперативного подразделения Государственного таможенного комитета в зоне таможенного контроля и режима грузового транспорта таможенного поста ПСОУ по направлению из Российской Федерации в сторону Республики Абхазии досмотрено автотранспортное средство марки Toyota Alphard за государственным регистрационным знаком ООХ 899 АБХ под управлением гражданина Баласанова.
который путем сокрытия таможенного контроля намеревался осуществить ввоз вычислительного оборудования для изучения криптовалюты в количестве 6 единиц. Проводится также административное расследование. Государственный таможенный комитет продолжает проведение мероприятий по пресечению ввоза на территорию Республики Абхазия наркотических и психотропных веществ, а также и других запрещенных товаров, в том числе вычислительное оборудование для извещения криптовалюты. Алика Трапши, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Премьер-министр Абхазии Владимир Дылба поздравил премьер-министра Республики Башкортостан Андрея Назарова с юбилеем. Мы высоко ценим ваше внимание к Абхазии и личный вклад в развитие дружеских отношений между нашими народами, которые имеют глубокие корни. Вы снискали высокое признание своей деятельности во благо процветания и благополучия граждан Республики Башкортостан в семье народов России, говорится о поздравительном адресе. Владимир Дылба пожелал Андрею Назарову здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности. «Как это было» – так называется цикл документальных фильмов об истории грузино-абхазского переговорного процесса. В Агу состоялся показ первой части. Всего будет 3 фильма. Каждый длится около часа и рассказывает о знаковых событиях современной дипломатической истории Абхазии. В них включены выступления Владислава Ардзенба, интервью участников переговоров Андрея Джергения, Сократа Джинджолия, Сергея Шамба и многих других. Гугуца Варданя расскажет подробнее. В сентябре 1993 года абхазы отстояли свою независимость. Враг бежал, однако с не менее сложной задачей после войны столкнулись абхазские дипломаты. Это стало временем, когда необходимо было одержать не только военную, но и дипломатическую победу. И это удалось. Цикл фильмов телевизионной команды телеканала Абаза ТВ и заслуженного журналиста Руслана Хашик рассказывает о грузино-абхазском переговорном процессе. Времена, события, люди, которые стали не только свидетелями того, как зарождалось современное абхазское государство, но и принимали в этом непосредственное участие. Многие из них присутствуют на презентации фильма. Площадкой для премьеры был выбран Абхазский государственный университет. Ведь важно просвещать молодое поколение и рассказывать больше об истории Абхазии. Посмотрите, как проходили различные встречи, различные мероприятия, связанные с войной, с урегулированием того конфликта, который не мы развязали. Вот каждый из депутатов Верховного Совета под руководством Владислава Григорьевича проводили очень много различных встреч, совещаний, конференций, интервью и так далее. На ваш суд мы выносим очень серьезный труд. Даже можно его назвать такой исследовательская работа нашей большой телевизионной команды. В течение года, прошлого года, мы занимались созданием цикла фильмов, документальных фильмов об истории грузино-абхазского переговорного процесса, как это было. С 1998 по 2003 годы Руслан Хашик был пресс-секретарем первого президента Абхазии Владислава Ардзенба. Эту функцию, по словам журналиста, он выполняет до сих пор. Проект рассказывает о том, сколько раз грузинская сторона не выполняла условия договора, о том, как абхазские дипломаты, проявив бдительность и мудрость, не шли на условия, которые могли бы уничтожить или навредить их государству. В истории переговоров много разработанных документов, готовых к подписанию, но так и не состоявшихся. И, конечно, основополагающих соглашений, благодаря которым добились прекращения огня и разъединения сторон. И вы видели по этим кадрам, хотя это период войны был, не так просто было все это фиксировать, но очень многие моменты вот этой непростой истории нашей зафиксированы. Я, правда, в это время был не дипломатом, а военным. И, кстати, был такой момент, когда первый раз отправляли делегацию, там, в самое начало войны, в Нью-Йорк, и Владислав Григорьевич хотел, чтобы я позвал делегацию, я категорически отказался. Я сказал, я не могу сейчас уехать, бросить там и так далее. Он говорит, я тебя больше никогда за границу не отправлю. А потом получилось совсем по-другому.
В документальные фильмы включены выступления первого президента Абхазии Владислава Ардзенба, интервью представителя главы государства на переговорах с грузинской стороной Анри Джергения. Кроме того, в проект вошли интервью участников переговоров Сократа Джинджолия, Сергея Шамба, Станислава Лакоба, Вячеслава Чирикба, Астамура Тания и других. Вот все эти люди вместе с нами, вот, сообща, обсуждая, вот создавали мы эту хронику. Я надеюсь, что это станет таким интересным документалистикой для студентов, для большой аудитории. В презентации премьеры принял участие глава МИД Абхазии Олег Барцыц, который недавно в своем выступлении призвал Тбилиси упразднить закон об оккупированных территориях и подписать с Сухумом и Схинвалом соглашение о неприменении военной силы. Переговоры с грузинской стороной в рамках женевских дискуссий идут до сих пор. Колоссальная работа проведена, и мы сегодня стали свидетелями вот такой скрупулезной, очень точной, экспертно выверенной, с подтверждениями участников этих исторических событий, в присутствии этих участников, которые тогда определяли во многом процессы, по которым и пути, по которым пойдет развитие нашей страны. Колоссальная работа, еще раз хочу сказать, и особенно символично то, что показ ее знакомства аудитории происходит в год 80-летия нашего национального лидера, президента, верховного главнокомандующего Владислава Григорьевича Ардзенба, значение личности которого невозможно переоценить. Показы фильмов пройдут 29 апреля, 6 и 13 мая на канале Абаза ТВ. Гугу Цавардания, Нал Квинджия, Саида Харазия, Абхазское телевидение. День черкесского флага отметили в минувшие выходные на площади перед Абхазским драмтеатром в Сухуме. День адыгского черкесского флага ежегодно празднуется 25 апреля с 2010 года. Традиционно в этот день в Абхазии, Карачаево-Черкесии и Адыгее организуют праздничные мероприятия. Также эту дату отмечают потомки черкесов в более чем 50 странах мира. Научно-технологический университет «Сириус» и Счетная палата Российской Федерации провели обучение для руководителей высших органов аудита 7 стран. В числе участников обучения была Инга Чирикбая, аудитор контрольной палаты Абхазии. Программа обучения включала в себя разнообразные форматы: лекции ведущих экспертов, интерактивные тренинги и практические занятия. Обучение представило участникам возможность обмена опытом и ознакомления с передовыми практиками в области государственного аудита. Церемония подписания меморандума о сотрудничестве между федерациями настольного тенниса Абхазии и России прошла в Госкомитете по делам молодежи и спорту. Подписи под документом поставили главы Федерации Беслан Карчава и Олег Завалюев. Цель меморандума – укрепление двустороннего сотрудничества, продвижение настольного тенниса на самом высоком международном уровне. Стороны в том числе обязуются приглашать друг друга на мероприятия, обмениваться экспертами и судьями, поощрять участие национальных команд в соревнованиях. Около 30 картин как профессионалов, так и начинающих художников могли увидеть посетители однодневной выставки в Доме детского творчества «Айнар». Экспозиция под названием «Полифония» была посвящена Дню Великой Победы. В мир живописи окунулась Гунда Шоуа. «Полифония» – так называется однодневная выставка картин абхазских художников, приуроченная 80-летию Великой Победы. Название выбрано не случайно, ведь экспозиция собрала около 30 работ, выполненных в различных жанрах и техниках, от классической живописи до смелых экспериментов с цифровым искусством. Здесь представлены работы современных художников, исследующих многогранность, разнообразие мира через призму искусства. Из наших подавших заявку на это участие в выставке у нас 8 авторов. Все связано с тем, что мы отвоевали и наладился мир на той территории, на которой мы живем, проживаем, наши родные и близкие.
каждый автор привнес свой уникальный голос, отразив в своих работах личное видение мира, переживания и размышления. Внимание посетителей привлекли работы, посвященные темам идентичности, памяти и взаимодействия человека с окружающей средой. Художникам удалось отразить на холстах сложные социальные и философские вопросы, предлагая зрителю задуматься о своем месте в мире и о взаимосвязи между прошлым, настоящим и будущим. Тут представили живопись, допустим, паруса, гортензия. Просто то, что вот душа хотела и нарисовалась, как говорится, изобразилась. Есть работы, графика, которая приурочена, например, в Абхазскую войну. Это 92-го года рисунок, графика. «Скорбь» называется, «Скорбь молодой девушки о погибшем брате или же супруге». И вот ожидания. Как бы, чуть-чуть близкие по теме должны были быть, присутствовали работы. И в то же время мир, война, все, чтобы соприкасалось. Выставка «Полифония» стала платформой для творческого самовыражения и площадкой для дискуссий о современном искусстве. Посетителям удалось пообщаться с авторами многих произведений. Особое внимание привлекли картины молодых художников, работы которых отличаются новаторским подходом и оригинальным взглядом на окружающую действительность. Однодневный формат выставки подчеркнул ее эксклюзивность и привлек большое внимание к представленным работам. Кондашова, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. 1 мая в селе Ктола Чемчерского района состоится открытие скакового сезона. Скачки приурочены ко Дню весны и труда и ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Помимо забегов на разные дистанции, также состоятся такие конно-спортивные состязания, как метание дротиков и конный футбол. Часть Сухума останется без воды 29 апреля из-за ремонтных работ, сообщает водоканал. С полуночи до 20:00 воды не будет в Новом районе, Старом поселке, на улице Ишба, в районах вокзала, рынка, маяка, центральной и Нагорной частях города. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, во вторник, 29 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, местами возможен туман. Температура воздуха ночью плюс 4-9, днем плюс 12-17. Температура морской воды плюс 12 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.